На сегодняшний день блокируют по операциям, которые в первую очередь не свойственны гражданину. Не было никогда такого дохода на карты, не было таких поступлений, вдруг они начали появляться. Далее зависит еще от тех, кто отправляет вам эти средства. Это могут быть лица, которые внесены в черные списки банков по 161 или 115 ФЗ. И в том числе они вас включат вот в эту цепочку, и тоже может быть возможна блокировка как раз из-за этого. И третий возможный случай — это действительно прям крупные суммы, от 600 тысяч, тогда тоже могут быть вопросы, в том числе от налоговой. Несмотря на то, что гражданин может дать вполне себе обоснованные пояснения, может доказать прозрачность и чистоту своих сделок, но банки перестраховываются и очень часто просто не разблокируют счета и карты, но позволяют вывести свои денежные средства на счет в другом банке. При этом есть обратная сторона. Вы попадаете в некий черный список банков, и если вы захотите в каком-либо другом банке после этого открыть счет, либо пользоваться какими-то другими банками, у вас может последовать блокировка либо уже в ваших текущих счетах и банках, либо же вам просто не позволят открыть счет в другом банке, пока вы будете находиться в том самом черном списке. И чтобы вас сняли, вывели из этого черного списка, нужно писать обращение в Центральный банк, в том числе, если блокировка и также вас не разблокировали, можно обращаться в Центральный банк с жалобой. Если это не помогает, то уже в суд.